Информационная служба Осетия ТВ – главные темы выпуска. Грипп набирает обороты. Школы республики одна за другой закрываются на карантин. Только за последнюю неделю зарегистрировано несколько десятков заболевших. Подробности в материале корреспондентов Осетия ТВ. В Северной Осетии подвели итоги года в сфере образования. С докладом выступил министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев. Проверить свои знания по родному языку и литературе есть возможность у школьников. На базе филологического факультета СУГУ стартует Олимпиада по остинскому языку и литературе. Эти и другие темы далее подробно. Ученица 7 класса Диана каждый день готовится к урокам. Правда, применить знания на практике ей пока не удалось. Девочка болеет уже 5 дней, да и школу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыли на карантин. Я болела в прошлой пятнице, еще когда была школа открыта. Недавно мне сказали, что ее закрыли на карантин. Нам дали задание, чтобы дома мы читали. Я спросила у одноклассниц. Я надеюсь, что школу скоро откроют. Отправить учеников на внеплановые каникулы – мера вынужденная. Большая часть учеников не посещают занятия из-за вируса. За последнее время в Северной Осетии эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в несколько раз. Школы и управление образования, которые принимают решение о закрытии школ на карантин, делают правильное решение, так как заболеваемость каждым днем растет, увеличивается число детей, заболевших, приходящих в школу, они могут заразить других детей, и ситуация будет только осложняться. Правда, есть школы, которые вирус обошел стороной. В этом общеобразовательном учреждении лишь 10% школьников, которые не вышли на учебу по состоянию здоровья. Учителя держат ситуацию под контролем. Чтобы избежать вирусного всплеска, классы проветривают после каждого урока. У нас занятия протекают в обычном режиме. Пропускают всего у нас 9%, 9-10%. Каждый день мы подводим итоги, отправляем вот эти сведения в управление образования. Но у нас нет такого процента, чтобы распустить школу. Несмотря на то, что многие школы закрыты на карантин, расслабиться школьникам учителя не дают. На время внеплановых каникул задано немало. Как только грипп отступит, ученикам придется отчитаться по всем предметам. К сожалению, на эту неделю был в лицее приостановлен учебный процесс в связи с тем, что был превышен уровень допустимый по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому на целую неделю наши дети ушли на вынужденные каникулы. Но, естественно, были получены задания и обучающимися и 9 классов, и 11 классов, потому что им предстоит сдача экзаменов. В период эпидемии гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют родителям оставлять своих детей дома. Также не забывать об элементарных способах профилактики. Сколько еще продлятся внеплановые каникулы североостинских школьников, неизвестно. К этому дню на карантине 16 владикавказских общеобразовательных учреждений. В районах республики не работают почти все школы. Если ситуация с эпидемией гриппа не улучшится, санитарные врачи могут продлить карантин еще на несколько дней. Елена Черенкова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. В Северной Осетии подвели итоги года в сфере образования. С докладом перед коллегией выступил министр образования и науки республики Алан Угоев. Чиновник доложил, что в прошлом году финансирование расходов министерства составило более 6 миллиардов рублей, около 99% от уточненного плана. В минувшем году все школы республики были обеспечены необходимыми учебниками. Основное достижение в системе дошкольного образования – создание более 3000 мест в детских садах. Острым вопросом по-прежнему остается сдача ЕГЭ и ГИА. Сегодня по результатам единого экзамена можно оценить качество образования в школах. Из-за ужесточения мер во время сдачи тестирования снизились результаты. Наука, как никогда, в 2014 году тоже была отмечена вниманием со стороны правительства республики. У нас было разыграно 3 гранта, более 80 участников научных исследований было принято в этом процессе, и отрадно отметить, что все больше и больше внимания уделяется молодым специалистам. Поэтому в целом очень много можно говорить о том, какие результаты у нас есть, но при этом у нас остается очень много проблем и узких мест, с которыми нам необходимо будет вместе консолидированно работать. Главной претензией к системе образования Алан Угоев обозначил высокий процент нетрудоустроенных выпускников. Министр отметил, что необходимо формировать мотивы для выбора профессий. В этом обязаны помочь
высшие и средние учебные заведения. Развитие профессионального образования – еще один приоритет в работе министерства. В конце апреля текущего года в республике состоится полуфинал российского чемпионата профессионального мастерства World Skills Russia. Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Во время горнолыжного сезона Цейское ущелье посещают сотни туристов. Большинство из них приезжают из разных регионов страны. За их безопасностью внимательно следят спасатели МЧС России. Они не только патрулируют склоны, но и оказывают необходимую помощь. Чтобы она была своевременной и квалифицированной, регулярно проводятся тренировки. В минувшие выходные с личным составом Цейского подразделения Северо-Остинского поисково-спасательного отряда МЧС России было проведено занятие по вопросам оказания помощи горнолыжникам на склоне. Спуск пострадавшего на специальных носилках, работа кинологических расчетов по поиску пострадавшего под снежными завалами и, конечно же, лыжная подготовка. Вот основные элементы, которые отрабатывались в ходе тренировки. Все этапы спасателями были пройдены успешно. Жители и гости республики могут спокойно отдыхать на горнолыжных курортах Северной Осетии. Цейское поисково-спасательное подразделение – это спасатели высокой квалификации. Они имеют на своем вооружении и снегоходы, и непосредственно лавинные датчики. Усиление произведено с кинологическими расчетами и готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности и оказанию помощи в том случае, если такая необходимость возникнет. В течение 2 дней в СОГУ пройдет Олимпиада по остинскому языку и литературе. Она проводится в 3 этапа – школьный, районный и республиканский. В этом году в интеллектуальном состязании примут участие 160 школьников 9, 10 и 11 классов. Эти ребята стали победителями муниципального тура. Для каждого класса предусмотрен свой уровень сложности. Результаты Олимпиады разместят на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. Авторы лучших работ будут поощрены призами. Я в первый раз принимаю участие в Олимпиаде по остинскому языку, и я очень рада находиться здесь. Это большая честь для меня. И на самом деле я очень тщательно готовилась к этому. Я делала разные задания, я занималась этим в школе, и надеюсь, у меня будут хорошие результаты. Thank you.